Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на неделю с 30 марта по 5 апреля 2020 года для скорпионов. Посмотрим, что ждет на этой неделе. Основные энергии. Так, по семерке кубков. Очень много будет соблазнов, очень много будет предложений. Отношения, карта на отношения, карта на работу, карта на финансы и совет. Дополним информацию из колоды Ленорман картами. 3 на отношения, финансы, работа, 3 на работу. Две на финансы. Итак, основная энергия этой недели проходит по семерке кубков. Карта говорит о том, что будут очень хорошие предложения возникать, но будут и такие, которые могут как-то или скомпрометировать, либо привести не туда. В общем, может быть такой выбор между добром и злом. Когда вы сделали выбор, и из этого получилось что-то хорошее на благо вам и на благо тем, кто с вами рядом, либо вы сделали выбор, и затем будут последствия негативные и для вас, и для всех остальных. То есть здесь вот нужно быть очень внимательными. Семерка кубков – это карта, когда у нас очень сильно прям эмоции, такие желания есть, которые трудно преодолеть. Это, знаете, похоже на, может быть, зависимость даже от каких-то желаний, да, то есть это очень трудно преодолимое желание. И поэтому очень нужно быть внимательными, включать разум для того, чтобы не попасть как раз вот в неприятную ситуацию. А семерка чаш у нас астрологически связана с Венерой в Скорпионе. Венера – это желание красоты, денег, желание комфорта, а Скорпион дает очень часто ситуации критические, дает очень часто неожиданные ситуации и связан с большими деньгами. И вот как раз вот в этих сферах и будет такой соблазн. Нужно быть очень осторожными, все проверять и рассчитывать только на разум. То есть здесь нельзя на чувства опираться совершенно, абсолютно. В отношениях выпадает рыцарь мечей. Карта говорит о том, что может быть слишком много лишних слов сказано, да, то есть здесь нужно следить за тем, что мы говорим, как мы относимся к близким, к своим, потому что могут быть ссоры, да, может быть даже на пустом месте возникнуть проблемы в отношениях. Карта рекомендует эти вот энергии лучше в деятельность пускать, может быть, нужно планировать деятельность какую-то, может быть, нужно больше общаться вот по работе, может быть, нужно заводить какие-то новые связи, может быть, нужно новое какое-то обучение. В общем, стараться вот эту энергию очень хорошую для работы в отношения все-таки не пускать, потому что мечи в отношениях – это всегда проблема. Либо по этой карте мы начинаем как-то слишком возноситься, то есть считать себя лучше другого человека, считаем себя возможным поучать своего близкого или критиковать его, да, вот здесь вот могут быть проблемы. Вот эта энергия очень хорошая для достижений в плане карьеры, вот здесь, да, для обучения очень хорошая, поэтому лучше вот это время использовать по назначению, и как можно меньше здесь общения должно быть во избежание как раз вот ссор, скандалов и обид, которые вот в дальнейшем могут изменить очень сильно ваши отношения. Для тех, кто еще не в паре, выпадает дополнительная карта «Корабль». Эта карта говорит о том, что для вас возможны вполне изменения в вашей жизни, может появиться новый знакомый какой-то у вас.
Причем этот человек, он может и жизнь вашу изменить ваше представление о жизни. Может, даже как-то образ жизни ваш может поменяться. Этот человек, кстати, может быть даже либо другой национальности, либо издалека, как, может быть, он сейчас, допустим, живет рядом с вами, но, может быть, приехал издалека, да, то есть вот это какой-то человек, не похожий на других. И на вас это очень сильно повлиять может. Для тех, кто в паре, вот здесь дополнительно выпадает карта Лиса. И вот здесь как раз может быть... И вторая карта говорит о том, что может быть какая-то манипуляция, да, или может быть какие-то желание вот воспользоваться ситуацией себе на благо, да, то есть вот может быть не очень такое вот приятное настроение. Кроме того, эта карта тоже рекомендует нам заняться делами, карьерой, должностью, своей профессией. Если она, опять же, в отношениях, эта карта, она может нам, вот эта энергия, она может нам нас толкать как-то на обман, на какую-то манипуляцию. И вообще вот эта карта, она с творчеством только очень хорошо связана, да, если вы вместе будете вот каким-то творческим проектом заниматься, вот у вас будет какая-то хорошая большая цель, то вполне возможно эта карта как раз хорошо проиграется. Либо у вас общее дело, допустим, у вас как бы семейный бизнес, да, или вот вы как партнеры в бизнесе, вот тогда эта карта может хорошо проиграться. Но ни в коем случае не должно быть манипуляций, какого-то обмана, нужно быть предельно честными. И еще эта карта говорит о том, что вы можете заблуждаться по поводу своего партнера, да, и вот не имея правильного представления, правильной информации, можете тут лишнего наговорить. А для тех, кто в ссоре, выпадает карта якорь. Эта карта говорит о том, что, скорее всего, у вас будет примирение благодаря вот вашей настойчивости, решительности какой-то, да. Может быть, даже вот ссора была, да, и, может быть, вам даже сложно как-то договориться с партнером, но, тем не менее, вот если вы проявите настойчивость, все можно будет сделать, договориться. То есть можно стабилизировать вот ситуацию, ваши отношения и как-то вот показать себя таким надежным человеком. Для работы выпадает карта старшего аркана «Сила». Это значит, с одной стороны, что придется приложить усилия, да, не просто так эта неделя пройдет, но вы будете довольны, вы будете получать результаты, вы будете чувствовать, что можете повлиять уже как-то на ситуацию. Это карта, которая говорит о том, что нужно действовать мудро, нужно действовать очень, очень, может быть, предсказуемо, да, и обязательно, это же у нас карта, связанная с работой, да, нужно обязательно учитывать внешние условия, то есть не нужно идти напролом. Также это карта очень хороших результатов, это карта победы в каких-то конкурсах, соревнованиях, это карта, когда мы получаем, может быть, даже какое-то денежное вознаграждение, когда у нас заканчивается какой-то важный проект, либо к нам приходит заказ на какой-то важный проект. Ну, в общем, хорошая такая неделя для скорпионов в деятельности. Но нужно обязательно владеть ситуацией, владеть собой. Для тех, кто в поиске работы, выпадает карта Лилия. И здесь, может быть, придется какую-то мудрость проявить. Да? Ну, кстати, вот эта карта также профессионального опыта. И если он у вас есть, то 100% вы можете здесь работу получить. Кроме того, эта карта, знаете, выполненной задачи. То есть, если вы долгое время ищете работу, то вот может вам тут удача улыбнуться. Может быть, это еще не сразу прям можно будет приступить к работе, но здесь уже есть шанс. Для тех, кто работает, здесь выпадает карта Луна. Может быть частичная занятость, либо занятость на дому. В общем, в таких комфортных условиях вы можете работать. И, в принципе, вам это может даже понравиться. Карта Луны, она больше, конечно, подходит для отдыха или для творческих занятий каких-то, либо для занятий там психологией, эзотерикой. Но вот здесь вот именно в этом будет сильная сторона. Но если, допустим, вы
отдыхаете вот частично даже неделю, да, то вот эта карта показывает, что вы вполне будете вот довольны результатами, которые вы получите, то есть вы и поработаете, и отдохнете. Кроме того, здесь вот у нас луна полная, да, и есть такие мосты вот изображены, мост через реку. То есть прояснится какая-то важная ситуация в деятельности, да, и у вас появится возможность, наконец, либо начать какой-то проект реализовывать, либо у вас появится возможность какой-то определенности, да, когда вот у вас не было понятно вообще, что делать, чем заниматься, чем зарабатывать или еще что-то, вот какие-то такие вопросы. Вот здесь будет уже ответ, здесь будет ясность и возможность уже либо продолжать дела, либо появятся новые клиенты, мост как соединение двух берегов, да, это может быть вполне новые какие-то связи, новые клиенты, новые заказчики, ну и просто решение вопроса, связанное с работой, то есть решаются какие-то важные для вас вопросы и дела. Кроме того, здесь вот с прошлым карта связана. Может быть, кто-то к прошлой работе вернется, к прошлым связям, прошлым заработкам. Для тех, у кого свое дело, выпадает карта женщины дополнительная. И здесь эта карта говорит о том, что нужно прислушиваться к интуиции, но быть при этом очень мудрыми. То есть как бы нельзя только эмоциями. То есть интуиция – это не эмоции. Вот пришла какая-то мысль, ее нужно обязательно проверить разумом, действительно ли она удачна для вас, действительно ли она безопасна, а вот прислушиваться к мнению других людей нужно как можно меньше, то есть доверять себе. Но если только, конечно, это карта женщины, если только женщина, которая вот для вас много значит, которая вот действительно как-то мудро себя проявляет в жизни, вот к такому мнению можно прислушаться. Кроме того, это может быть карта окончания какого-то важного дела, окончания проекта, и, может быть, вы думаете о том, что нужно будет делать дальше, какие-то планы будете строить, новые цели выбирать, будете думать, как справиться с новой ситуацией, как по-новому себя вести и так далее. Но в любом случае здесь вот очень хорошее завершение какое-то проекта может быть. Для финансов выпадает шестерка жезлов, карта победы. То есть если были какие-то запланированные сделки, консультации или еще что-то в этом роде, то обязательно будут деньги по этой карте. Здесь вам помогают другие люди, либо вы зарабатываете благодаря другим людям. Карта для тех, кто работает, выпадает дополнительно башня. Это может быть как решение о какой-то выплате единоразовой, допустим, это пособие может быть от государства какое-то дополнительное, либо поддержка, вот, защита ваших финансов. Кроме того, вы здесь можете получить довольно-таки хорошую крупную сумму денег, вот именно то, на что вы рассчитывали. Ну, может быть, здесь вот как раз вот в полной мере может быть получена зарплата. Кроме того, карта говорит о том, что если у вас есть проблемы с тем, чтобы получить ваши деньги, вы можете обращаться вот в какие-то государственные инстанции, в суд и так далее. Здесь у вас действительно удача может быть. Для тех, кто своим делом деньги зарабатывает, карта сердца выпадает. Ну и здесь вы будете, конечно, очень радоваться тем результатам, которые на этой неделе приходят. Здесь у вас может быть какая-то щедрость вот в деньгах, либо к вам кто-то проявит щедрость, допустим, какой-то большой заказ, большой клиент, да, и хорошие деньги, либо вы сами будете, может быть, как-то помогать кому-то, благотворительностью заниматься. В общем, здесь вот может быть какое-то вот щедрое предложение. Кроме того, здесь забота о других, здесь может быть, вот вы будете деньги тратить на какую-то романтику, да, может быть, подарки захотите сделать своим близким. В общем, какая-то забота, да, и траты вот именно на это. Для совета у нас выпала карта Паж чаш. Карта говорит о том, что нужно как-то больше чувств проявлять в отношениях со своими близкими людьми, с детьми. Может быть, вы слишком сильно заняты здесь работой, финансами. Может быть, стараетесь как-то
вот отрегулировать материальное положение, безопасность финансовую и забываете о близких людях. Вот здесь все-таки нужно не забывать эту сферу, она как раз вас поддерживает, она вас питает, она вам дает возможность иметь цели и планы. То есть вот карта детей, да, часто очень связана с детьми. Карта очень часто связана с талантами и способностями, которые у нас есть. То есть не нужно об этом забывать. То есть нужно использовать их для того, чтобы заработать, для того, чтобы строить свои какие-то дальнейшие планы, может быть, обучаться чему-то. Да, вот здесь могут открываться очень хорошие возможности. Кроме того, карта подарков, то есть вы сами можете дарить, вам могут дарить. И, в общем, вот эта сторона эмоциональная, сторона нашего настроения, вот состояние такого внутреннего, она не должна быть забыта. То есть этому нужно уделять внимание. Друзья, желаю вам прекрасной недели, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч.